В городе Мирном зафиксированы случаи нападения бродячих собак на людей. Особенно обеспокоены жители частного сектора, поскольку риску подвергаются и дети. Наш коллега Роман Муконин решил выяснить, что делают городские власти для решения этой наболевшей проблемы. По данным городских властей, сегодня в Мирном бродячих собак насчитывается около 2500. Бюджетных средств на их отлов не хватает, поэтому пользуются проверенным и весьма недорогим методом – отстрелом капсулами с ядом. Рассуждать о его гуманности можно долго, но, как говорится, дешево и сердито. За 10 месяцев текущего года в городе Мирном отловлено 764 безнадзорных собак. Это на сумму, получается, у нас был договор заключен, контракт муниципальный был заключен на 999 тысяч. И вот на эту сумму за 10 месяцев столько вот безнадзорных собак отловлено. Елена Тукаева – одна из тех, кто старается помочь брошенным животным всеми силами. С такими же единомышленниками она создала сообщество, которое находит, выхаживает и определяет бродячих животных по семьям. По словам Елены, решить проблему бродячих собак можно только специальными законами, ужесточающими требования содержания животных. Потом, конечно, приют нам необходим в городе. У нас не такой уж большой город, я думаю, мы справимся. По сравнению с Москвой, предположим. Я не думаю, что у нас такое огромное количество тут животных, что мы не справимся с ними. Приют для собак – отдельная тема для разговора. Поможет ли он решить проблему бродячих животных – вопрос спорный. Единственный аргумент в пользу этого – гуманность. Но такое сердобольное отношение требует миллионных затрат, и городской бюджет осилить это не может. То же самое относится и к стерилизации животных. В Ленске небольшой приют для собак местные власти построили, но вот его дальнейшее содержание находится под большим вопросом. Поэтому руководитель управляющей компании, в чьем ведении находится этот приют, уже обращается к жителям Ленска с просьбой помочь в кормлении животных. А так как животных меньше не становится, то возникает закономерный вопрос, не придется ли строить подобные вольеры до бесконечности. Из года в год становится все больше собак. Потому что люди, и тем более и люди как-то относятся, наши горожане, все-таки недобросовестно относятся к своим питомцам, выбрасывают и продолжают их, грубо говоря, просто выбрасывать на улицу. Кардинально решить проблему можно, объявив сезон охоты. Но по законодательству бродячие животные продолжают оставаться домашними. Следовательно, этот вариант исключен. Поэтому выход здесь только один – разбираться не в последствиях, а в причинах проблемы. Для этого необходимо принимать соответствующие законы на уровне республики в сторону ужесточения правил содержания домашних питомцев. Иначе к уже имеющимся бродячим животным каждый год будут прибавляться новые жители улиц.